Напоминаем, вход после третьего звонка разрешается только на балкон. Спасибо за внимание.
Уважаемые зрители, прозвучал третий звонок. Убедительная просьба выключить мобильные телефоны и другие средства связи. Видеосъемка в зале запрещена. Спасибо за понимание. Приятного вам просмотра. Уважаемые зрители, мы приняли все необходимые меры против распространения коронавирусной инфекции. Просим и вас соблюдать меры безопасности и оставаться в масках во время всего мероприятия. Спасибо за понимание. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Мы рады видеть вас в зале Чувашской государственной филармонии. Всем здравствуйте! Сегодня в рамках 15-го Чебоксарского международного кинофестиваля уникальное событие для всех нас, которое непременно будет вписано в культурную летопись Чувашской республики. Творческий вечер народного артиста России, лауреата 5 государственных премий России, обладателя множества престижных правительственных премий и наград, композитора Эдуарда Артемьева. Уважаемые зрители, давайте громкими аплодисментами поприветствуем нашего дорогого и уважаемого гостя. Отделением нашего вечера прозвучат фрагменты из музыки кинофильмов Никиты Михалкова, Карена Шахназарова. А во втором отделении вечера вы сможете задать вопрос нашему дорогому гостю и вновь насладиться любимой музыкой.
На сцене Чувашская государственная академическая симфоническая капелла, художественный руководитель и главный дирижер, народный артист России, заслуженный деятель искусств России и Чувашии, лауреат Государственной премии Чувашии Марис Николаевич Еклашкин. Три товарища из кинофильма «Свой среди чужих, чужой среди своих» режиссера Никиты Михалкова. Соло на трубе Андрей Пугачев.
Настанет час такой, что ты проснешься с рассветом. На корабле. И встанешь твердо на палубе лицом, как я, но жизнь
Уважаемые дамы и господа, мы спешим вам сообщить, что в фойе филармонии вы можете приобрести диски с музыкой Эдуарда Артемьева. Ну а после концерта состоится автограф-сессия, где вы сможете подписать эти диски. Ну а прямо сейчас антракт 15 минут.
Уважаемые зрители, прозвучал третий звонок. Убедительная просьба выключить мобильные телефоны и другие средства связи. Видеосъемка в зале запрещена. Спасибо за понимание. Приятного вам просмотра. Уважаемые зрители, мы приняли все необходимые меры против распространения коронавирусной инфекции. Просим и вас соблюдать меры безопасности и оставаться в масках во время всего мероприятия. Спасибо за понимание.
Прозвучала музыка кинофильма «Доктор Живаго» Лара Вальс. Артемьев – это сама музыка, сказал о нем Никита Михалков. Андрей Кончаловский назвал его очень большим художником, а Андрей Тарковский считал его музыкой самой важной составляющей экранного действа. Хочется отметить, что Чебоксарский международный кинофестиваль – это уникальное событие, ведь именно на кинофоруме проходит встреча с ведущими представителями российской киноиндустрии, мастерами киноискусства, чьи имена навсегда вошли в историю отечественного кинематографа. Эдуард Артемьев – один из них. Мы с огромным удовольствием приглашаем Эдуарда Николаевича на нашу сцену. Это очень долгожданная встреча. Мы рады вас приветствовать в солнечной Чувашии, в городе Чебоксары. Добро пожаловать! Я хотел бы сказать несколько слов, которых я счастлив, что выпущу. Я впервые Чебоксары, как назвать, да? Спасибо за всех прием, я благодарен глубоко. Благодарен. Для нас это все, что я для вас. Я спасибо. Это проверка, сочинитель написан давно, то есть как он разбросан по разным годам, и как раз некое, как раз слушают такие концерты, это некая неуважаемость, что вроде принимается за с интересом. Эдуард Николаевич, разрешите начать общение вместе с вами? Нет, необходимо. Зная то, что в вашем творческом арсенале более 200 кинофильмов, которые вошли в историю во многом благодаря вашей музыке, хочется спросить, а что для вас значит кино? Ну, так получилось. Я совершенно хотел, как сказать, другой карьере после окончания консерватории. Я как был академическим композитором. Но вот так судьба меня вывела в кино, и я там задержался до следующего дня, было счастье. Я уже 4 года, как я решил, что я в кино больше не работаю. Но сейчас вот один режиссер Николай Лебедев, с которым я однажды сделал картину «Легенда номер 17». Вдруг мне напомнил, сказал, что я обещал, я вот сделал картину, ты сделаешь мне картину еще одну. Я совершенно не могу. Сейчас я как работаю над картиной Нюрнберг. Это связано с Нюрнбергским процессом, который был в 1945 году. Это только не только сам процесс есть, но там, кажется, огромная была опасная интрига, которую затеяли подпольные организации немецкие. Они пытались выкрасть, не была задача выкрасть этих всех узников, руководителей Германии. И если не получится, их убить всех. Но, в общем, это не сразу становится военное целое такое, бой очень серьезный. Прямо в подвалах этой тюрьмы. Ну и вообще есть такая линия лирическая. В общем, фильм, мне кажется, получился очень интересным, занимательным и хорошо сделан. Распредел заматывает, как они не испортятся. Вот я в кино
получилось, что я попал тоже в кино совершенно такой случай. Это было где-то на прошлом лете, естественно, году 62-м, что ли. Мне позвонил мой друг, режиссер, еще учился еще водитель. Александр Рогов, потом в дальнейшем стал режиссером, если не помню, как это называется. Он говорит, ты хочешь заработать 60 рублей? Я говорю, ну, конечно. Значит, иди на студию Москвы, там тебе я тебе выпишу пропуск. И, значит, там будет кастинг на роль Топрена. В фильме Самсона, называется «Арена». Я говорю, ну, какой актер? Он говорит, нет, он хочет, чтобы там не актер был, а чтобы он просто пианист, чтобы он там не подкладывал, я руки чужие и все. Сам будешь, если говоришь, что будешь играть, и получишь 60 рублей. Вот. Я пришел, вдруг выиграл, ни с того ни с сего. Вот. Но там уже был композитор, в то время был крайне знаменитый, еще больше знаменитый, чем некоторые люди, Тед Васян. Он рано умер очень. И он был в Москве, просто очень стал режиссером, там дома сценарий, все. В советское время я был договор, который подписывались в Москве. Вот как ничего не значит. Писал договор, а потом Васяна пригласил ровно на фильм «9 дней одного года». Он спокойно сказал, с Самсоном, я собрал вас не я буду без Рома. И все, он стал без композитора. Но это прошло, я занимался со своими актерами, я готовил программу, там с ними репетировал, просто отличный человек был. И заодно там роль свою проходил. А Самсон, частенько заходил, спрашивает, что я делал. Она спрашивает, что ты играешь? Я говорю, ну я импровизирую. Что ты играешь? Я импровизирую. Ну, тогда все нашел. Хотя там, мне в то время было 24 года. То есть это вообще случай уникальный, что в Москве в то время, когда работали корифеи, там, Наевский, еще, это скажу, ну там, знаменитые композиторы, Телегудиев, Крылатов, ну, в общем, там имен было много, Каштелян даже. И вдруг он сказал, что я чуть-чуть не обещаю, но я поговорил с музыкальной редакцией. Дело в том, что в советское время главный был не продюсер кинопроизводства, а режиссер. Ему доверяли все деньги, такого осуществляя свои идеи. И он играл команду под свой фильм. Вот, и всегда его слово решающее. Когда он заявил обо мне, там просто обезумели все, кто такой, что. Но он так все убедил, что мне нужно ответить. Там мне устроили экзамен, но я успешно прошел. Конечно, например. И вдруг это после этого что-то это одна, третья, четвертая, я там застрял. Все даже кончилось в Голливуде, который я переехал в 87 году и там жил в 93 году. Вот я думаю, что может быть 10%, так сказать, говоря. Даже не за то, что отметить. Ну вот, но дело в том, что я продолжал еще работать над своей музыкой, которая не связана с кино, а чисто что мне требовала душа, так сказать, и немного там все это делал. И в результате вот я писал опыт по своим указаниям, который долго очень работал, там, в результате все 28 лет получилось, а начал идет. И еще был совершенно уникальный случай, что я затеял реквием писать. Молодые, очень молодые годы. Еще делал предпочтение Стравинского, если такое симфония псалмов, которая меня поразила какой-то мрачной красотой, прям такого не скажешь, вот такой латинский текст. Ну, какой меня захватил просто. Я решил написать что-то в этом духе на латинском языке. И стал описывать, что называется, и поставить класть в стол. А здесь, вот, в 2018 году мне позвонил директор хора «Минимум» Владимир Николаевич, и исполнил 90 лет. И говорит, я нескольким композиторам пришлось немножко другое написали память в честь этого события, вот, свои сочинения. Что-нибудь есть у тебя? Я говорю, ничего нет. Ну, для хора, что я говорю, ничего нет. Ну, вот я просто говорю, у меня есть вот реквием незаконченный. Я говорю, ну, Эдуард, что ты говоришь? Человек без 90 лет ты говоришь о реквиеме. Что, рожаешь или нет?
этого дня она звонит: Владимир Николаевич согласен. Да, вот такая история. Я за 10 месяцев, как раз мне дали этот срок, я закончил уже. И счастлив, что это произошло, потому что я вот сейчас считаю, что это мое главное течение жизни получилось. Пока, надеюсь, еще что-то. Главное, еще что-то есть. Я почему решил уйти из кино, потому что у меня отложен там концерт для скрипки, концерт для фортепиано, и ну, вот еще такие симфонический симфонический оркестр, правда, с электроникой обязательно. Вот, и поэтому я сейчас это домой даст квартирный Рюдберг сделаю и опять подключусь в выполнении своих личных, так сказать, планов. Извините, я все оторвал ваше внимание. Дорогие зрители, у вас есть уникальная возможность прямо сейчас задать свой вопрос Эдуарду Николаевичу. Если есть желающие, то пожалуйста. Извините, пожалуйста, а когда вы успеваете отдыхать, хотелось бы знать? Удается ли отдыхать? Ну, я как даже этого не понимаю, что это такое. Давно уже. То есть я отдыхаю сменой, так сказать, чем я занимаюсь. Ну, там, допустим, пришел одну картину, потом, может, еще мюзикл, там, затеваю еще что-то. Ну, то есть смена — это и есть переключение внимания, и этим отдыхаешь. Потому что я вообще, конечно, неправильно такой в отношении. Я не люблю гулять, у меня самое любимое место — мой кабинет. Вот, и я там, в общем, живу. Я, кстати, так еще когда упомянули там цифру 200 фильмов, я давно очень, уже лет 30, плюс часа 4, не больше в день. Да. Чтобы успеть все это. И я в этот режим включился, и теперь не испытываю никаких недостатков. То есть неудобств. Абсолютно. Уже сам просыпаюсь. Еще вопрос? Здравствуйте, Эдуард Николаевич. Можете, пожалуйста, рассказать историю появления вашей великой композиции «Поклонники»? Появление — это требование Михалкова. Дело в том, что специфика работы композитора в кино — это уже, честно так сказать, это же подневольная работа. Потому что работу делает, то есть фильм делает режиссер, набирает команду, тех, которые хотел бы видеть в этом фильме. Вот Михалков как-то меня выбрал навсегда, что называется, кроме одного фильма, который мне французы не пустили на картину. А так вот я все хотел с ним делал. Другие меняют, зависимо от задачи, но он мне доверяет. Поэтому мы решаем вместе, но я предлагаю какие-то свои идеи, но в основном вся концепция фильма и, соответственно, какая музыка примерно, хотя бы какие-то дает режиссер. Иногда поет. У меня был Самсон, первая картина, когда я делал, он тоже так меня взял, очень потом беспокоился, конечно, только на ночью не звонил. У меня крещенное имя Эдуард, то есть Алексей, поэтому я всем моим друзьям знаю, как меня Алексей. Он говорит: Леша, часа 4 ночи, я там еще спал, как нормально. Сейчас, знаешь, у меня такая мелодия пришла в голову. Сейчас. Ты сейчас запомни. Ну ты понял? Я говорю: нет. Да у тебя слуха нету. Что? Эдуард Николаевич, отсюда вопрос. Да, смотрите, добрый день. Что для вас светлая и темная музыка? На мой взгляд, на взгляд всех здесь присутствующих, то, что вы делаете, это самая светлая музыка. Есть у вас ограничения, какие-то внутренние в творчестве? Спасибо. Вы знаете, нет, это, видимо, как-то свойство органона, как я называю. Да, ну, еще более высокопарное свойство души. Вот. Дело в том, что я однажды в своей творческой ориентации сделал резкую перемену в своей стилистике. Я, закончив консерваторию, писал вот такие сочинения академического толка для симфонического оркестра, там кантаты, пару вещей, фортепиано сочинения. Ну, в общем, чисто
меня это все как-то не удовлетворяло. Я так работал очень упорно, но все равно что-то у меня было ощущение, что не получается. И, кстати говоря, эта музыка потом никому как-то особенно не подходила. Так я на радио показывал. В общем, такой был серьезный мой период в жизни, когда я даже подумал, что я этим занимаюсь. Ну вот в моей жизни случилось первое такое концептуальное потрясение, когда появилась электроника. Это вот 60, у нас в стране, в 56 году, когда Мурзин, наш инженер, построил первый синтезатор. Считается в мире первый синтезатор, называется АНС. Это аббревиатура с именем и фамилией Александра Николаевича Скрябина. Вот я это прикоснулся к этой истории, туда вот это первый толчок, я как бы освободился от окопов академизма. Не то, что я навсегда, я их не потерял. И сейчас мне все пригодился, я пришел для оркестра, и потом вернулся к оркестру. Потом второй, это уже окончательно, который сделал меня тем, что я себе представляю, это появление рок-музыки, великой вот, арт-рока. Когда появились группы, это Pink Floyd, Jimi Hendrix, конечно, оркестр и так далее, и так далее. Вот это у меня был, ну, и опера профессора Ллойда Вебера «Иисус Христос Суперстар». Вот это, как бы, потрясение самое главное в моей жизни. И я примерно год, так сказать, входил в это состояние, пока настолько меня захватило, что это стало моим внутренним миром, что я с ним соединился. И с тех пор в этой манере вот я и работаю. Это даже я не знаю, как назвать. Я просто стал раскрепощен. Для меня не важно ни стилистика, ни жанр, ни что какие-то оркестры или рок, чистый рок. Потому что мир музыки, он бесконечный, огромный, особенно сейчас, тем более, что инженеры, которые занимаются звуком, вообще не только звуком, они представляют, открыли все огромное, гигантское пространство звуковое, которое совершает, его можно реализовать реально, включить в свои сочинения. Это беспредельная такая даль и высота, и, наверное, глубина. Темная, кстати, возможно, тоже. Но я этого, что какая-то вот такая темная музыка. Я вспоминал сейчас упомянул Стравинского Михайловича, величайшего русского композитора, просто гений из гения. Я, кстати, его считаю самым главным композитором России. Вот, и вот симфония псалмов. Вот это мрачная красота. Но красота, вот она захватывает, понимаете. Так что я знаю, что она есть, но как у меня получается, вот как получается. Вот сегодня. Эдуард Николаевич, мы благодарим вас за такое теплое общение. И прямо сейчас под громкие аплодисменты приглашаем в зрительный зал, чтобы вы смогли дальше насладиться красотой вашей замечательной музыки. Спасибо большое. Приглашаем занять почетное место в нашем зрительном зале. А мы продолжаем наш концерт. Во втором отделении прозвучит музыка к кинофильмам Александра Прошкина, Никиты Михалкова, Андрея Кончаловского. «Памяти доктора Живаго».
Чувашская государственная академическая симфоническая капелла под руководством народного артиста России Мариса Ветлашкина. Уважаемые дамы и господа, и под ваши громкие, несмолкаемые аплодисменты мы вновь хотим пригласить на нашу сцену великого композитора, народного артиста России Эдуарда Артемьева. Ваша музыка в наших сердцах. И правильно было сказано, что это светлая музыка. Музыка, которая вдохновляет, помогает нам жить, совершать хорошие, добрые поступки, вдохновляться. Спасибо вам большое, низкий вам поклон. Браво! Меж нами памяти туман, ты как во сне, ты как во сне. Наверное, только дельтаплан поможет мне, поможет мне. Наивно это и смешно, но так легко моим плечам уже зовет меня в полет мой дельтаплан, мой дельтаплан. Вот я надену два крыла, и ближе ты, и ближе ты. Меня любовь оторвала от суеты, от суеты. Пусть людям крыльев не дано, но так легко моим плечам уже зовет меня в полет мой дельтаплан, мой дельтаплан, мой дельтаплан. Меж нами памяти туман, ты как во сне, ты как во сне. Я верю, только дельтаплан поможет мне, поможет мне. Наивно это тайны, это и смешно. Вот моим плечам, плечам
Ну и, конечно же, ваши громкие аплодисменты. Эдуард Николаевич Артемьев, народный артист России, композитор. Спасибо вам большое за вашу музыку. Мы желаем вам крепкого здоровья, творческого полета, вдохновения. И пусть музыка всегда живет в наших сердцах. Спасибо! Знаете, что такой прием, это уже опасно для моего сердца. Спасибо. Спасибо вам большое. Мы ждем вас в Чувашии, в городе Чебоксары вновь и будем рады этой встрече еще. Правда? Ну а мы спешим напомнить то, что в фойе второго этажа состоится автограф-сессия маэстро. Мы приглашаем всех вас туда. Также вы можете приобрести диски с музыкой великого композитора. Спасибо!